Уйгуры Монгольской империи. Юань-Ши. Хроники династии Юань. Том 134. Жизнеописание 21. Уйгур Гарун Адаси, академик-наставник императоров Монгольской империи Юань. Единственный имел право въезжать в тронный зал императора на конной колеснице. Гарун Адаси, уйгур, учтивое имя Цезилун Адаси. В совершенстве знал учение Индии, буддизм и языки различных стран. Академик Ханлинь уйгур Ан Цезан порекомендовал его императору Хубилаю Ши Цезу. Его вызвали ко двору и приказали вместе с императорским наставником читать лекции по учению Дхарма. Наставник был человеком из Тибета, их языки были непонятны. Император тогда приказал Гарун Адаси обучиться у наставника его учению Дхарме, а также его речи письменность. Через год Гарун Адаси все постиг, перевел сутры и шастры Индии и Тибета на уйгурское письмо. После завершения преподнес свои книги императору. Хубилай приказал выгравировать книги и пожаловал их князьям и сановникам. Более 20 племен юго-западных малых государств, таких как Синхара, Индонезия, явились ко двору зданию. Гарун Адаси изложил перед императором содержание их докладных записок. Все эти государства были изумлены и покорились. На придворном совете обсуждали сбор войск для карательного похода на Таиланд, Индию и Индонезию, на государства Сиам, Лопбури, Маабар, Кулам, Сумутра. Гарун Адаси подал доклад императору. Все это ничтожные малые государства. Даже если заполучить их, то какова от этого польза? Поднимать войска – это лишь попусту губить жизни народа. Не лучше ли отправить послов, чтобы предупредить их о бедствиях и угрозах войны? Если они откажутся подчиняться, никогда не поздно напасть на них. Император последовал его совету. Отправил послов Юэлайна, Темина и других с ультиматумом. Покорилось более 20 государств.